Работы по строительству дороги на 203-м микрорайоне еще не начинались, а вот застройщики напугали жителей района кардинальными действиями. Сегодня очевидцы опубликовали в соцсетях фото с обрушившимся асфальтом прямо перед строящимся домом. Фотографии вызвали едва ли не панический ужас у жителей микрорайона. Грозит ли обрушение новостройкам? В ситуации разбиралась Саргалана Федорова. Вместо проезжей части перед домом зияет огромная дыра глубиной более 3 метров. Но это не критично, успокоили жителей застройщики. Они сами выкопали яму в рамках плановых ремонтных работ. Работы по монтажу канализационного коллектора проводились в зимнее время. Из-за этого и вышла казусная ситуация. Весной оттаяли грунты, поэтому подрядчики приняли решение все раскопать и заново их уплотнить, восстановив таким образом проезжую часть. Дом на сегодня не введен в эксплуатацию. И этот частный случай не показывает в целом ситуацию по 203 микрорайону. На сегодня у нас отделом мертвотного контроля ведется мониторинг состояния грунтов и оснований. И на сегодня оснований для беспокойства нет. Сейчас на месте ведутся работы по устройству наружной канализации, выемка грунта. Ранее работу выполнили механизированным способом, а теперь делают вручную. Также приведем в соответствие до проектных отметок наружной канализации и произведем обратную засыпку с послойным уплотнением грунта. Также до 22 июля 2019 года восстановим дорожное полотно. Кроме того, в строящемся доме протекли стены подвальных помещений. На сегодня гидроизоляцию восстановили. И в ближайшее время все стены в полном объеме будут приведены в порядок. То есть причины выявлены, на сегодня все устранены. В такие моменты как раз таки выявляется в ходе строительства. Да? У нас инспектора ходят, выявляют, устраняют. Это нормальный рабочий процесс. Проблемы, которые могут возникнуть при монтаже канализации, были известны здесь еще весной. Сейчас Стройжилнадзор принимает соответствующие меры. Застройщикам выдадут предписания со сроками. Дом планируют сдать уже в начале сентября текущего года. Саргалана Федорова, Илья Сырометников, Якутск.